отличается от той же самой буханки, то есть вы, как видите, значит, большим пространством. Врачу удобнее оказать первую помощь, а водителю проехать по бездорожью. Этот полноприводный УАЗ прямо с конвейера для бригад скорой помощи. В этом году машина опробуют в Туле, а потом и в других регионах. А это уже начинка – портативный непробиваемый дефибриллятор для санавиации и спасательных катеров. Сделано было специально для того, чтобы, допустим, блок дефибриллятора оставить в автомобиле. При этом сохранив между ними радиоканал связь. Вместо порошков и жгутов кровь теперь может остановить вот такой нанобинт. Это российская разработка. Волокна при контакте с кровью образуют сгусток, который может остановить кровь за минуту. С выставки на конференцию говорят о наболевшем. Доехать до пациента теперь в 90% случаях скорая должна менее чем за 20 минут. Таковы новые правила. Мы спать не имеем права лечь, пока мы не довезли больного туда, куда надо. Понимаете? Где бы он точки какой бы ни возник. Либо в ожоговый центр, либо в спинальный центр. Объединенные центры, как на примере Керчи, то, что сейчас случилось, показали, как быстро, оперативно, когда в единых руках. На конференции приводят в пример Татарстан. На всех федеральных трассах развернут 21 травмоцентр. Выстроена маршрутизация доставки пострадавших в зависимости от тяжести травмы. Нам удалось за последние несколько лет снизить смертность от травм, от придорожно-транспортных происшествий практически на 29%. Чтобы скорая приезжала вовремя, налаживать систему нужно еще с диспетчерской службы. Звонки тоже предлагают сортировать на экстренные и неотложные, ведь упущенное время может стоить жизни. Анна Городнова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.